Это уже третье обращение девушки ко мне о том, что ее муж избил ее до состояния мяса. Она мне вчера отправляет фотографии, видеосъемки, как ее муж избил, все тело в ссадинах, глаза залиты кровью, руки, ноги поцарапаны в ссадинах, в крови. Это невозможно передать словами. Что происходит с нашим обществом, что происходит с нашими мужчинами? Неужели все это было, и наши женщины, девушки скрывали? Сегодня это все всплывает. Одно обращение наших девушек настолько их подбодрило, что теперь я практически несколько писем последних получила от девочек, те, которые подвергаются домашнему насилию и со стороны мужа, и со стороны своих свекровок. Я хочу подтянуть к нашей проблеме органы власти, те комитеты, которые поддерживают нас, женщин, комитет по делам женщин, комитет по правам ребенка, махалинские комитеты, наши городские комитеты по делам женщин, подтянуть к нашим девушкам, к нашим вот этим начатым делам. И помогите нам, пожалуйста, помочь этим девушкам, потому что чего мы ждем? Мы ждем, пока их убьют, пока их искалечат, и они будут инвалидами на всю жизнь. Мы же женщины, да, мы должны терпеть, должно быть сабр, но сабр не в этом. Мы должны проявлять свой сабр, когда мужчина мало зарабатывает, когда мужчина вдруг заболел, получил инвалидность, да, мы должны рядом стоять. Мы должны ему помочь, когда его родные болеют или недееспособны, и он помогает своим братьям, сестрам, маме, папе. Да, мы должны рядом стоять, и должен быть сабр. Но такого сабра, чтобы нас били до состояния мяса, нам ломали конечности, нас избивали до полусмерти, ждать, чего мы ждем? Давайте все объединимся и призовем к нашему общему делу, к защите прав женщин и их детей, чтобы нам помогли уже. Потому что мы живем в демократической стране, где есть законы, где есть Конституция Республики Таджикистан, где есть компетентные органы. Может, эти письма не доходят до них, может, до конца они не знают всей сути, то, что происходит с нашими сестрами на данный момент.